Каждый день путь от дома на работу для Иннокентия Кононова сопряжен с немалыми трудностями. Инвалид по зрению добирается до пункта назначения на 2 автобусах. Проезжую часть он переходит только по звуковым светофорам. На перекрестках, где они отсутствуют, возникают сложности. Трудно, конечно. Люди иногда помогут, иногда убегают. Остаешься на перекрестке один. В Якутске проживает более 600 инвалидов по зрению. 126 из них полностью незрячие. Вопрос доступности общественной среды стоит для них особенно остро. Проблема наша – это доступность отсутствием тротуаров как в городе, так и в республике. Инвалиды от первой и второй группы просто очень мучаются передвижение по городу, по улицам. Инвалиды сталкиваются с немалыми трудностями, пользуясь общественным транспортом. Четкое визуальное изображение номеров автобусов особенно важно для слабовидящего человека. До 1 августа по заданию главы города Якутска мы сейчас делаем светодиодные табло, номера, которые у нас будет на всех автобусах. Это уже с 1 августа начнет работать. За круглым столом по вопросам безопасности передвижения инвалидов по зрению на дорогах Якутска власти города, представители общества слепых, ГИБДД и директора маршрутов обсудили насущные проблемы. Одним из главных вопросов, обсуждаемых на круглом столе, стал вопрос установки системы «Говорящий город», представляющей собой установку радиомодуля на автобусе и специального устройства-ориентира для слабовидящего человека. С помощью этой системы инвалид по зрению может получать сигналы о подходящем маршруте. Реализация подобного проекта обойдется в 2 миллиона рублей. Галина Погадаева, Денис Попов, Вести, Якутск.